Добрый вечер, наши маленькие зрители. Меня зовут Иван Константинов, и я хочу вам рассказать народную эскимосскую сказку «Ворон-обманщик». Однажды старый ворон пришел на берег океана полакомиться. Нашел он под камнем большого краба. Ухватил его клювом, вытащил и только собрался разбить его и съесть, как другие крабы хватит его за лапы. «Кра-кра!» – удивился ворон. Краб тотчас же вывалился у него из клюва и был таков. А другие крабы не испугались, держат ворона, не отпускают. «Плохо дело», – подумал ворон. «Ладно уж», – сказал ворон, – «не буду вас трогать, отпустите меня». А крабы не отпускают. Видно, не верят ворону. Испугался ворон. Принялся улещевать крабов. «Какие вы красивые, кра-кра! Как вы мне нравитесь! Хотите, отдам вам свою тетку в жены?» «Настоящие крабы не женятся на воронов», сказал один краб, и с ним согласились и другие. «Какие вы все большие, кра-кра!» – продолжал ворон. «Хотите, отдам вам каяк моего деда, совсем новый?» «Настоящим крабам каяк не нужен!» – холодно сказал маленький краб, а остальные гордо отвернулись. «Что же делать?» – растерялся ворон. «Ведь-то вода-то ведь прибывает!» «Крупнолобики!» – возмолился он. «Отпустите меня, я же утону!» Молчат крабы, хоть бы один откликнулся. «Эх вы! Какой ручей пропадает!» – вздохнул ворон. «Я только затем-то и прилетел, чтобы подарить вам тот ручей. Да заболтался что-то кра-кра!» «Какой ручей? Где он?» Всполошились крабы и тут же отпустили ворона. «Пошли, провожу!» – засмеялся ворон, взмахнул крыльями и полетел вдоль берега. А немногие смельчаки, те, что последовали за ним, быстро сбили на камнях свои башмаки и вернулись. Полетел ворон вдоль берега и увидел вдруг рыбу. «Кто-то ее потерял», – решил ворон, и стал лакомиться. Наелся и полетел дальше. Летит, блестит на солнце. Чешуя налипла на перьях. Вот и сияет. Смотрит ворон, стоит на берегу медведь. Оленя свежует. «Кра-кра!» – окликнул его ворон. Поднял медведь голову, удивился. «Что это с тобой, ворон?» «Прости, медведь, тороплюсь. Видишь, даже вот почиститься не успел». «Да что стряслось-то?» Не отстает медведь. «Ох, боюсь, не успеешь. Ты косолапый, не успеешь ты». «Ты это о чем? О рыбе, что ли?» Догадался наконец медведь. «Ну да», обрадовался ворон. «Беги скорее, а оленя я послежу». Медведь поспешил к рыбе, а ворон преспокойно принялся за оленя. Наелся и улетел. Только его и видели. Вернулся медведь злой, усталый, а ворона и след простыл. Улетел подальше от берега, чтоб медведю на глаза не попасться. Да и ягод ему захотелось. После рыбки и оленины неплохо ягодами полакомиться. Полетел ворон к белке. Уселся возле ее дома и стал ждать. А вот и белка с лукошком по веткам прыгает, домой торопится. Смотрит, на пороге ворон сидит. «Посторонись, пожалуйста», – просит белка ворона. «У меня там белчата голодные». «Пустяки!» – махнул крылом ворон. «Мы с тобой столько лет не виделись, кра. Расскажи лучше, какие новости. Слыхала, кто-то рассердил медведя. Говорят, он теперь зол на весь свет. Кра!» «Да что ж ты молчишь?» «Меня бельчата ждут, пусти!» — снова попросила белка. «Я скоро вернусь. Я же несу им поесть». «Да я сам спешу», — заверил ее ворон.
Из-за тебя только я задержался, а ягоды у тебя какие, одна другой лучше. Покосился ворон на лукошко, а белка на него и смотрит. Смотрит и говорит: знаешь что, давай потанцуем, а потом я угощу тебя ягодами. Хорошо? Хорошо, обрадовался ворон. Жаль, только музыки нет, да и спешу я. Давай начнем прямо с ягод. Ворон-обманщик старый. Белка говорит: да ты, наверное, и плясать-то не умеешь. Ну да, обиделся ворон. Знаешь, какие мы вороны музыкальные? Мы тоже, гордо сказала белка. Давай-ка я буду петь, а ты пляши. Посмотрим, как у тебя получится. Кра! Взмахнул крыльями ворон. Я и с закрытыми глазами могу. Начинай. И ворон, зажмурившись, закружился над деревом, а белка тут же юркнула в свой домик. «Как можно?» — возмутился ворон. «Такая кроха и такая обманщица!» Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Всем пока!